Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Главное – город. Исключительно в условиях реального дорожного движения. С 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Самые главные изменения у Рамиля Шайдуллина. 500 квот. Вот. Тут нереально просто. Я неделю как на работу хожу сюда. Стоит ли выстраиваться в очереди к миграционным центрам иностранцам? Подробности у Натальи Мизиной. Прививаться от коронавируса нужно и тем, кто уже переболел. Если болезнь была 6-7 месяцев назад, то да, здесь уже вакцинироваться можно. О санитарно-эпидемиологической обстановке в республике знает Нафиса Минязова. Улучшение благодаря реабилитации. Мне нравится заниматься на тренажерах. После них я чувствую себя хорошо. Как проходят реабилитацию дети с особенностями в Арском районе, увидела Вероника Гайнудинова. Ключи от 40 новых машин Рустам Минниханов сегодня вручил сотрудникам территориального управления Росгвардии. Завтра служба отмечает 5-летие со дня образования и 210-ю годовщину войск правопорядка России. В честь этого сегодня их автопарк заметно пополнился. Торжественные моменты вручения новых авто в нашем репортаже. Еще вчера они сошли с конвейера, сегодня поедут по дорогам республики. Это новые машины Росгвардии. Одна из них достается взводу Ленара Ахмадуллина. Когда работу начинал, вообще на «Жигулях» 6-й модели ездили. А потом со временем 14-е, потом вот как бы Весты дали. Но новые машины уж новые машины. Их не одна и не две, а целых 40 новеньких. Ключи вручает президент Татарстана. Республика всегда считала и считает, что мы должны поддерживать боевой дух и материально-техническое обеспечение войск Национальной гвардии. Сегодня вот такое событие, которое даст возможность сделать вас более оперативными. И в прошлом году на службу поступило 40 автомобилей. В этом 19 седанов и 1 микроавтобус приобрели за счет республиканского бюджета. Еще 20 машин за счет федерального. За счет поступления данных автомобилей управлением Росгвардии по Республике Татарстан существенно повысится мобильность и оперативность выполнения задач, возложенных на Росгвардию. На корпусе машины рубиновая полоса, исторический цвет войск. Уже сегодня эти узнаваемые автомобили отправляются на службу в управление Росгвардии Казани и Набережных Челнов. Радик Фархулин, Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ Казань. С 1 апреля вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Так, теперь вместо 2 практических экзаменов, так называемых площадки и города, экзаменуемые будут сдавать только 1 – движение в реальном городском движении. Здесь и проверят основные элементы площадки – парковку, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме. Готовы ли курсанты к нововведениям, узнавал Рамиль Шайдуллин. Машина аккуратно входит в поворот, чтобы не заработать штрафной балл. 5 ошибок – пересдача. Поэтому претенденты на водительские права стараются изо всех сил. Площадка обязательно. Первоначальные навыки все равно нужно освоить. Вот параллельная парковка, чтобы потом уже в городе нормально получалось заезд в гараж, трогание на подъеме тоже обязательно. Как часто все планы рушило, например, вот это испытание. Та самая горка, где стоило немножко не дожать или перегазовать. И все. Экзамен провален. Все задания сдают на специально закрытых площадках при госавтоинспекции. Но теперь об этом можно не беспокоиться. С 1 апреля площадка не обязательно. Об этом сегодня сообщила ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Отменяется площадка и остается только город, куда кандидаты в водители выйдут сразу после успешной сдачи теоретической части. Уже здесь они отработают и парковку, и разворот, и движение на подъеме. За дублирующими педалями учебного транспортного средства сидит наш экзаменатор. То есть сотрудник ГИБДД будет контролировать ход данных событий. Везде есть, наверное, свои плюсы и минусы, я могу сказать, по этому поводу.
Если такие правила принимаются, значит, они будут лучше. Как сообщает ГИБДД, экзамен в городе вовсе не означает полную отмену площадки. Автошколы будут обязаны использовать их для обучения. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Уменьшили число квот, чтобы иностранцы получали гражданство упрощенно. Так сегодня представитель УФМС Татарстана объяснил ажиотаж у миграционного центра. В среду у главного входа собрались 400 иностранцев. Сегодня наш корреспондент Наталья Мезина с раннего утра отправилась в УФМС на Гаврилова в Казани и очередей уже не увидела. Среда. У главного входа УФМС 400 человек. Таковы подсчеты очевидцев. Это иностранные граждане в очереди за документами. Ситуацию контролирует дежурный отряд, чтобы не допустить правонарушений. Что произошло и в чем причина ажиотажа? К миграционному центру наша съемочная группа сегодня приехала в 7:30 утра. У лестницы встречаем Фарида Бибулатова. Молодой человек из-за пандемии лишился работы повара. Чтобы устроиться на новое место, нужно предоставить вид на жительство. Начать его оформление пытается с начала недели. То попасть не можешь, то в очередь, то талон не сможешь взять. Подходишь к этому терминалу, талона нету. Подходишь к начальнику, там очереди большие. Но из этих очередей все и мучаются. В 8 утра двери УФМС открываются. Мигранты заходят за талонами. Смотри фамилию, что правильно набирала. Сотрудница центра помогает заполнить фамилию в терминале. Талон на руках. Просила вторую страницу мы заполнили, а как шестую сказали, что будем заполнять. Вот Рита Баймендеева из Киргизии вместе с сыном пытается разобраться с кипой анкет и документов. Хочет оформить вид на жительство. Без него женщина не может переехать в Казань к своему сыну. Вот с 6 утра мы стояли, я 9-я, потому что уже 9 человек по списку. И я не знаю еще сейчас мы попадем, какие. Мы это 3-е место меняем. Были на 15-м УФМС, потом нас направили на Михаила Миля, оттуда сюда, на Гаврилова. Но тут нереально, просто я неделю как на работу хожу сюда. За разрешением на временное пребывание пришел Бунет Касимов. Житель Узбекистана хочет устроиться подсобным рабочим и позвать в Казань семью. Но, как оказывается, вид на жительство получить нелегко. Там медосмотр пройти, сертификат получить. Где-то 25-30 уходит. Продлевать разрешение надо каждые 3 года. Документ дает право иностранцам жить и работать в России. Для его получения надо владеть русским, не болеть ВИЧ, наркоманией, оплатить госпошлину. Если проверку не прошел, обратиться за разрешением повторно можно только через год. В этом у Татарстана 500 квот. Идет планомерное сокращение выделения квоты на разрешение на временное проживание. Для того, чтобы данная категория иностранных граждан могла получить гражданство, минуя стадию получения разрешения на временное проживание. На первый прием заявлений этого года часть граждан записалась онлайн. Кто-то в порядке живой очереди. Желающих иностранцев проживать в Татарстане достаточно, говорит Алексей Пашин. Отсюда и очереди. Однако сейчас создавать ажиотаж в миграционных центрах не имеет смысла. Напомним, в декабре Владимир Путин продлил сроки пребывания иностранных граждан в России. Такое решение было принято из-за пандемии. Документ дает право мигрантам находиться в стране до июня. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. По просьбам пайщиков земель в Сарманово сегодня прибыл специалист из Казани. Напомним, в среду в Общественную палату республики обратился фермер Ильдус Асылов. Чтобы получить грант, предприниматель решил купить землю, договорился с пайщиками. Но в деле появилась и третья сторона. Это агрофирма, у которой есть договор на аренду желанной земли. Сегодня эксперт Общественной палаты республики Искандер Серазиев посетил Сармановский район для сбора информации и документов. В свою очередь, помощь в решении вопроса предложил руководитель исполкома района Фандас Валиев. После изучения документов в Казани во вторник в здании исполкома мы планируем проведение круглого стола, куда пригласим пайщиков, представителей управления сельского хозяйства района, представителей агрохозяйства, нынешнего арендатора земельных участков.
Свежие весенние свои в республике активно шагает сезон сельхозярмарок. Они проходят в крупных городах республики. В Казани в каждом районе есть 1-2 площадки, где аграрии реализуют свою продукцию. Адреса на экране. Также ярмарки проходят в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске. С раннего утра татарстанцев ждут на прилавках литры свежего молока, килограммы мяса, тонны овощей и зерна, а также яйца, мед, сыры, колбасы. Ассортимент на любой вкус и кошелек. Руководство Минсельхоза республики завтра лично проинспектирует ярмарочные площадки в Казани. В республике подтвержден 1 случай смерти от ковид. Это мужчина 58 лет, сообщает республиканский штаб. За сутки в Татарстане зафиксировано 40 новых случаев коронавируса. 21 человек госпитализирован. В России за сутки выявлено более 9 тысяч новых заболевших. В Татарстане вакциной «Спутник Ви» привились уже более 122 тысяч человек. Вторую дозу получили более 77 тысяч жителей республики. Ровно год назад президент страны ввел режим самоизоляции в России из-за пандемии коронавируса. 26 марта 2020 года Владимир Путин отправил всех работающих на оплачиваемые каникулы. Потом изоляцию продлили. И так до середины мая. Часть ограничительных мер действует до сих пор. И вот сегодня Управление Роспотребнадзора по республике сообщило предварительную дату их снятия. Репортаж Нафисы Минязовой. Посмотрим, как у нас состояние по мерам профилактики на объектах. Я не случайно сказала, что почему-то за прошедшую неделю у нас процент нарушителей возрос. Брифинг, который сейчас Управление Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения проводят по пятницам, был богат на новости. Пожалуй, главное, сегодня в республике начали готовиться снять некоторые ограничения. Ситуацию все-таки еще будем смотреть. По темпам вакцинации тоже будем мониторировать. Вакцина дополнительного объема приходит, поэтому все в совокупности. Я думаю, что где-то в начале апреля уже можно будет прийти к какому-то решению. И, соответственно, наши предложения по снятию тех или иных ограничений, либо смягчению ограничений, конечно же, мы направим в правительство республики. Третьей волны коронавируса, которую анонсировали в Европе, Татарстан не ждет. Однако прирост заболеваемости, по словам Любови Авдониной, можно ожидать в сентябре, когда снова появятся сезонные заболевания ОРВИ, грипп. Впрочем, ни одного случая гриппа в республике не зафиксировано. Сегодня специалисты напомнили, те, кто переболел ковидом летом прошлого года, уже могут привиться, антитела на исходе. Сейчас с вами находимся фактически на стыке того времени, когда иммунитет у тех людей, который был при первичном взлете заболеваемости от ковида, этот иммунитет подходит к концу. Иммунитет длится 6-8 месяцев. Сегодня мы говорим, что если болезнь была 6-7 месяцев назад, то да, здесь уже вакцинироваться можно. Как сообщил Владимир Жаворонков, в Татарстане ждут большую партию вакцины «Эпивак Короны». Именно ею накануне привился муфтий республики Камиль Хазрат Самигуллин. Как оказалось, это были остатки после клинических исследований. Есть определенный процент этого запаса, и вот этот процент был использован. Там действительно единичные вакцины были. В отношении муфтия «Эпивак» поступит еще раз в самое ближайшее время и уже будет доступно нашему населению. Минздраве ответили на вопрос, почему при уменьшении количества заболевших увеличилась доля госпитализированных. По словам Владимира Жаворонкова, это не связано с увеличением тяжелых случаев. Она не меняется уже 2 месяца. Госпитализация зависит от состояния пациента. Нафиса Минязова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Что делать, если экс-супруг не платит алименты? Как оформить наследство и куда идти, чтобы пересчитали пенсию? На эти и другие вопросы жители республики сегодня ответили юристы министерств и ведомств Татарстана. Они присоединились к Всероссийскому дню юридической помощи. Консультация бесплатная. 200 юристов в режиме онлайн ответят на вопросы жителей до 6 вечера. На сегодняшний день в региональную общественную приемную поступило 37 обращений от жителей города Казани. В том числе у нас сейчас проходят консультации во всех местных общественных приемных. Это 45 муниципальных районов и 6 общественных приемных в городе Казани. Последние годы наблюдается, что ежегодно обращается около 400-500 граждан в это мероприятие, которое проводится 1 раз в квартал. Портреты академика Сахарова, города будущего и живые растения. Появились эскизы станций 2-й линии Казанского метро. Увидеть их можно в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее.
Учителя английского языка, объединяйтесь. Дутые результаты, которые некоторые учителя еще по старинке пытаются представить, приукрасить картинку, они отзываются потом вот таким вот 22-м местом. Какие задачи сегодня стоят перед Министерством образования в части улучшения качества обучения иностранных языков? Об этом Алия Хайрудинова. Улучшение благодаря реабилитации. Мне нравится заниматься на тренажерах. После них я чувствую себя хорошо. Как проходит реабилитацию дети с особенностями в Арском районе, увидела Вероника Гайнудинова. Рустам Минниханов выразил соболезнования руководителю аппарата президента Республики Азгату Сафарову в связи с кончиной его мамы. Цитата: «Накия Фатыховна Сафарова принадлежит к тому великому поколению победителей, которое отстояло родину, родную страну в жесточайшей битве с врагом и восстановило ее из послевоенных руин. Талантливый педагог, жизнелюбивая, сильная личность, мудрая женщина Накия Фатыховна прожила долгую, красивую, насыщенную жизнь и оставила после себя достойное наследство прекрасных детей и внуков, множество благодарных учеников, добрую память о себе. Разделяю с вами боль невосполнимой утраты», говорится в телеграмме президента. Сегодня Рустам Минниханов встретился с новым руководителем Приволжского управления Ростехнадзора Азатом Мубаракшиным. Президент поздравил его с назначением и подчеркнул: Татарстан является техногенной республикой. Потому вопросам промышленной безопасности в регионе традиционно уделяется особое внимание. Позже в Доме правительства Рустам Минниханов встретился с композитором Эльмиром Низамовым. Напомним, он один из 3 лауреатов премии президента России для молодых деятелей культуры 2020 года. Рустам Минниханов поздравил композитора с высокой наградой, отметив большой вклад Эльмира Низамова в развитие академической музыки. В ходе беседы они обсудили развитие музыкального искусства и композиторского творчества в республике. В Татарстане 350 тысяч учеников изучают английский. Ежегодный ЕГЭ по этому предмету сдают более 2000 выпускников. Сегодня в полилингвальном комплексе Адемнар в Казани прошел форум учителей английского языка. Какие проблемы стоят перед Минобром и почему Татарстан по качеству образования не вошел даже в первую десятку среди субъектов России? Алия Хайрудинова подробнее. Пока мы отдыхаем, но уже на носу 4-я четверть. Пару дней, и Тулкунай Абдулбариева снова приступит к урокам английского. У нее 8 начальных классов. Уверена, на этом этапе важно научить детей свободно разговаривать по-английски. Это много игр. Это много аудирования, это много песен на английском языке. И весь учебный процесс проходит в форме игры. Узнать что-то новое на форум учителей иностранных языков Галия Галимова приехала из Нижнекамска. Английский она преподает в поселке Красная Поляна. Там обучается 220 учеников. В прошлом году из 12 выпускников 3 выбрали ЕГЭ по английскому. Одному удалось набрать 96 баллов. Нижнекамск тоже очень активен в плане изучения английского языка. У нас есть очень интересные мероприятия. Вот совсем недавно у нас прошел 4-й республиканский конкурс Speaking Contest. И вот именно вот этот форум мы сравниваем, правильно ли мы идем, в том направлении ли мы идем. В Татарстане сегодня английский язык как первый иностранный изучают более 350 тысяч школьников. Результаты ЕГЭ растут. Если в 2018-м доля тех, кто при сдаче не преодолел минимальный порог, составила 0,3, то в прошлом году снизился до 0,5. От общего количества выпускников около 13% выпускников выбирает иностранный язык, английский язык в частности. Это хороший показатель, это получается более 2000 детей. И когда мы ведем подготовку к ЕГЭ, к ОГЭ, в рамках подготовки мы тоже прекрасно знаем, какие проблемы возникают у самих учителей, у выпускников, у родителей. Необъективная оценка знаний учеников учителями, нарушение правил сдачи ЕГЭ школьниками, давление родителей на ребенка перед экзаменами. Все эти вопросы сегодня обсуждают с педагогами. Если выходы во время ЕГЭ доходят до 13 раз, и ученик, выпускник отсутствует на экзамене больше часа и получает хорошие высокие баллы, это очень серьезный сигнал. Объективность ЕГЭ, ВБР, ОГЭ
всех процедур, связанных с оценкой качества образования, должна быть обеспечена на самом высочайшем уровне. Я понимаю, если слишком много уходит проблемы со здоровьем, тогда нужно вызывать скорую помощь. Именно от результатов экзаменов зависит рейтинг учителей и самих школ, а все вместе – качество образования в регионе. Дутые результаты, которые некоторые учителя еще по старинке пытаются представить, приукрасить картинку по школе, по качеству, по муниципалитету некоторые начальники, они отзываются потом вот таким вот 22-м местом. Нельзя оценивать необъективно работу ребенка. Просто нужно давать ему те знания, которые позволят им написать действительно, реально на хорошую оценку. Как сегодня прозвучало на форуме, если школа 3 года подряд показывает низкие результаты по ЕГЭ, то директора могут отстранить. Если школа засветилась 3 года подряд на необъективности вообще по посылу Рособорнадзора, мы должны такого директора все-таки убрать, потому что, значит, он не сумел отработать со своим педагогическим коллективом. Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Как работают беспилотные автомобили и правда ли, что будущее за ними? Сегодня в IT-парке прошел необычный урок цифры. В рамках всероссийской акции команда цифрового министерства Татарстана рассказала школьникам, как устроен беспилотник. На уроке шестиклассники полилингвального комплекса «Адымнар» узнали о механизме и главных принципах работы таких машин. Напомним, в Иннополисе уже работают беспилотные такси, так называемые роверы, которые доставляют жителям еду из ресторанов. Сегодня было включение непосредственно с лаборатории, где дети увидели, как это происходит, потому что, давайте объективно говорить, это очень довольно-таки долгий, технологически сложный процесс, но им позволило сегодня это мероприятие прикоснуться и поучаствовать в разработке этих технологий, которые мы можем сегодня встречать на улицах города Казани. Первый вопрос, который я бы хотел задать, это как попасть в эту компанию. Да. А насчет беспилотников, да, беспилотники это интересно очень, потому что меньше аварий может быть. Я уже видела беспилотники на экскурсии в Иннополисе. Они очень красивые. Мне нравится, как они выглядят, как они ведут себя на дороге. Мне кажется, это будет полезно для нашей республики, для России. В реабилитационных центрах республики в преддверии специальной олимпиады ребята начинают заниматься по специальным программам. По таким же технологиям готовят к соревнованиям спортсменов с ограниченными возможностями. Упражнения, которые развивают спортивные навыки, координацию, укрепляют здоровье. По таким программам, как Fit-5, Март, молодые атлеты будут заниматься и ребята в районах республики. Мухаммад, сейчас пойдешь прямо, да? Держишься руками. Мухаммад проходит в этом центре уже 10-й курс реабилитации за 5 лет. Мальчик родился 7-м ребенком в семье. У него ДЦП, были проблемы со зрением и дыханием. Благодаря регулярному лечению есть прогресс. Мне нравится заниматься на тренажерах. После них я чувствую себя хорошо. Костюм Атлант называется. Он предназначен детям с заболеванием ДЦП. Дети в этом костюме очень хорошо себя чувствуют, легче им передвигаться. Он улучшает координацию движения. Постепенно, заезд за заездом, мы научились потихоньку. Сначала стали ходить самостоятельно, потом научились садиться самостоятельно, потом стали писать уже учиться, ручку, ложку в руках умеем держать теперь. В год реабилитацию в этом центре проходят больше 300 ребят с ДЦП, олигофренией, задержкой психомоторного и речевого развития. Сюда приезжают особенные дети со всей республики. Чаще всего из Высокой горы, Тюлечей и Пестрецов. Наш реабилитационный центр функционирует как стационарное и полустационарное учреждение и рассчитан на 35 мест. Центр специализируется на комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями. В преддверии специальной олимпиады, которая пройдет в Казани в 2022 году, в реабилитационном центре ребята начинают заниматься по новым программам. Одна из них – «Молодой атлет» для детей от 5 лет. Это веселые игры, которые развивают спортивные навыки, моторику и зрительную координацию. Fit-5 – это занятие спортом 5 раз в неделю, употребление в пищу 5 фруктов и овощей и такого же количества бутылок воды. Понимают наше состояние, и то есть они понимают, как нам тяжело, и помогают нам в этом. В реабилитационный центр мы ходим с 5 месяцев. Сейчас Гулюсе 13 лет. Она физически чувствует себя уже лучше, например. Если она раньше часто падала, сейчас этого не замечается. То есть организм крепнет. Так ребята развиваются, кто-то уже мечтает стать спортсменом. Ведь их главные победы еще впереди. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Арск.
Завтра Татарстан присоединится к всемирной акции «Час Земли». Она начнется в 8:30 вечера и продлится 1 час. Жителям республики рекомендуют на это время отключить свет и электроприборы. Так, Всемирный фонд дикой природы обращает внимание жителей планеты на экономное потребление ресурсов. В Казани первые большие гастроли. В столицу приезжает Башкирский театр драмы имени Мазита Гафури. С 13 апреля на сцене Камаловского театра будут представлены 2 премьеры. «Амиля» Азалии Балгазиной по мотивам одноименного романа Николая Крашенинникова, а также «Муж и жена снимут комнату» Михаила Рощина. Всего за 5 гастрольных дней башкирская группа планирует показать 7 спектаклей. Эти спектакли срежиссированы, то есть поставлены нашими штатными режиссерами, в первую очередь главным режиссером нашего театра Айратом Абушахмановым и рядовыми режиссерами Ильсуром Казакбаевым и Фергатом Гариповым. В планах есть у нас поехать в город Набережные Челны. Скорее всего, это состоится у нас в осенние месяцы этого года. Там есть новая современная площадка, и мы вот хотели бы тоже на этой площадке показывать свои спектакли. В 2 ипостасях всегда. Что ввести? Для нас это всегда спорт. Для зрителя или что-то там шашками помахать, там что-то серьезное ввести. И вот это вот всегда у нас стоит. Ну, конечно же, поэтому репертуар отбирали таким образом, что уже полюбившийся зрителям мы не можем не привести никак. Это, конечно, Фидан Сафичем в главной роли. Это Бахет Хака. И, конечно, Зулиха открывает глаза. Ну, никак не можем их привести, потому что зрители любят, они ждут эти спектакли. Сегодня в Казанском цирке впервые после драки слонов во время представления показали тех самых артисток. Здесь провели открытую репетицию перед журналистами. Напомним, в минувшее воскресенье 2 самки устроили потасовку на арене перед публикой и вызвали панику среди посетителей. Сегодня директор цирка Рамиль Шарифулин рассказал, еще как минимум неделю слонихи не будут выступать перед зрителями. Все для того, чтобы восстановить их психологическое состояние и подлечить раны. Консилиум с зоопсихологами и слоноведами пройдет на следующей неделе в онлайн-формате. Мы не готовы сейчас взять на себя риск. В плане выступлений, как минимум, на этой неделе этим нужно прийти в себя психологически. Но мы усиляем нашу программу цирковую другим номером. Он называется «Колесо смелости». Это номер с людьми, то есть это металлическая конструкция. Она вращается как внутри этого колеса, так и снаружи. По ней передвигаются люди. Больше новостей на наших страницах в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Синоптики обещают теплую и комфортную субботу. Об этом поговорим через пару секунд. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца марта доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Угульме, Баблах и Азнакаево облачность пока сохраняется. Осадки отсутствуют. Тепло +2. Потеплело в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. И здесь без осадков. И +4-5 градусов днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши снег тает, бегут ручьи. Осадки не ожидается. Будет тепло. Днем до +6. В Арске, Кукмаре и Балтаси уже и ночью плюсовые значения. Пока облачно и 3-4 градуса выше 0. Заметно теплее в Болгаре, Дрожжином и Буинске, без осадков. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше осадки не ожидаются, температура существенно не изменится, +3-5 градусов днем. Картина за окном самая, что ни на есть весенняя. В воскресенье на пару градусов станет прохладнее, но это не испортит общего ощущения весны. В Казани облачно с прояснениями, без осадков. Ночью уже около 1 тепла, а днем до +5. Ветер северный, порывистый. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.